Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Ну что ж, погнали! Две крайности, когда люди говорят, это лицемерие, я не буду делать, и не делают то, что говорит Слово Божье. А есть другая категория людей, которые делают вид, что ничего не произошло, и продолжают там улыбаться человеку, еще что-то. Как вообще внутри церкви, например, нужно урегулировать вот эти ситуации, если тебя человек обидел, ты идешь к нему, ты ему что-то говоришь, или как это Ой, вообще работает? вообще, это хороший вопрос. Интересно, когда вот эти вот конфликты разбираешь в церкви, и ты сталкиваешься с этими конфликтами. Конечно, когда, например, один обидел другого, и чаще всего это же происходит конфликт. Это не просто там тихо кто-то кого-то обидел, знаешь, там Щепнул. раз ущипнул и отвернулся. И тот сделал вид, что ничего не произошло, этот сделал вид, что ничего не произошло. Как минимум двое знают, что произошло что-то. А чаще всего вот эти вот все церковные скандалы, где люди друг друга обижают, это происходит в публичном поле. То есть какие-то люди замечают, какие-то люди понимают, что вау, что-то там странно, один наорал на Один не другого, да, разговаривает с другим. тот не разговаривает с ним или начинает, еще хуже, да, бывает, это последствия тоже обид. Когда вот это вот есть у вас, например, в собрании, в семье, когда один постоянно рассказывает про другого всякого рода сплетни, всякого рода находит какие-то, Гадости. да, вот какие-то фактики, какие-то вот пакостные какие-то ситуации, и он прям, и он не может это удержать, ему обязательно об этом надо рассказать. За этим чаще всего стоит либо зависть, либо обида, но чаще обида. Так вот, когда у нас случаются конфликты, Иисус знал, что это будет происходить. И в Евангелии от Матфея, 18 главе, я читаю новый русский перевод, с 15 стиха, здесь написано так: «Если твой брат согрешил против тебя, то пойди с глазу на глаз, скажи ему, в чем он не прав». Вот Мгм. когда тебя кто-то обидел, когда с тобой кто-то несправедливо поступил внутри церкви, внутри нашего сообщества, да, там в церкви, в семье. Это не говорится о людях, которые там из мира, ты их один раз видел, уже больше никогда не увидишь, там не надо бегать за этим человеком. Но если это брат из твоего сообщества, и написано, он согрешил против тебя, иди и поговори с ним. Скажи, слушай, ну вот эти вот слова, которые ты сказал, ты меня назвал какими-то там кликухами, ты меня в чем-то Пошутил. там обвинил, или ты пошутил, или ты затроллил меня. Вот просто ты поговори с этим человеком, с глазу на глаз. Скажи, мне было неприятно, мне было больно, я хочу, чтобы ты изменил свое отношение ко мне. Ко мне люди так часто подходили. Я мог какие-то шутки нелепые сказать. Я мог как-то, ну, может быть, человека, ну, реально обидеть. Есть Мгм. одно, например, когда ты как служитель, ты говоришь правду в жизни человека, и ты говоришь ему для его дисциплины, для Мгм. его каких-то перемен, для того, чтобы как-то его, скажем, ему помочь вырасти и от каких-то вещей избавиться. Ты ему говоришь правду. Это не надо на это обижаться. Но когда человек по-настоящему, он был неправ, несправедлив, он, может быть, там по-хамски себя вел, или там типа шуточки, да, какие-то отпускал, это совершенно неуместные шуточки. Человеку это неприятно, человек обиделся. Лучше, чем закрыться, спрятаться, лучше подойти и сказать: слушай, ну вот такая вот ситуация. Мне, ну, правда, неприятно было. Я думаю, это было неправильно. И нормальная реакция со стороны другого человека, который может сказать: ой, слушай, я даже там, иногда бывает так с нами, мы даже не обратили Мгм. внимания. Мы даже и не заметили в голове, как мы это сделали. Просто: ой, брат, прости меня, пожалуйста, я был неправ. Два смиренных человека. Один в смирении сделал то, что здесь написано, другой в смирении просто покаялся. Все, конфликт исчерпан и никаких обид. Но с нами же как бывает? Нас кто-то обидел, мы начинаем ходить вокруг, и кроме этого человека говорим всем о том, какой он подлец, как он был несправедлив, как он неправедно и неправильно себя вел. Нет, здесь надо покориться Слову Божьему, подойти к нему. Перестать вообще устами своими распространять вот эти вот флюиды злые об этом человеке. Просто иди разберись, иди поговори с этим человеком. Перестань сплетничать за спиной, перестань наговаривать или там клеветать какие-то вещи об этом человеке за спиной. Надо сделать то, что написано здесь. И дальше Иисус, он, видимо, подозревал, что Не всегда да-да, работает с здесь он первого говорит, если раза. он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. Снова обнял его, поцеловал его там в щеку, сказал: брат, слава Богу, мы вместе, будем Богу поклоняться, любить друг друга. А дальше написано:
Если он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей. Просто попроси каких-то божьих людей. Может быть, эти люди не участвовали в этом разговоре, да, но ты понимаешь, что это люди, которым ты доверяешь, это люди, которые являются каким-то, ну, божьим авторитетом для тебя, для него. Просто сядьте, разберите эту ситуацию, поговорите все вместе. Пусть люди со стороны посмотрят. А может быть, ты просто загоняешься. И там, Мгм. где вообще не на что было обижаться, вот как я говорю, да, тебе человек просто правду сказал, а ты обиделся. Ну как, в смысле он мне такое сказал? Как он мог мне такое сказать? И ты загнался. И ты начал вот это вот все качать и какие-то слова раскачивать. И там, знаешь, где человек просто сказал, знаешь, дорогой брат, ну, я думаю, тебе стоит покаяться. То, ну, он тебе в такой интонации говорил. Ты там так раскачал, типа, он сидит, он такой борзый, да, тебе надо Слышь покаяться, ты. да, слышь ты, я с тобой даже разговаривать, я с тобой кофе пить буду, папа. И ты там сам себе накрутил какие-то М. вещи, то, чего человек не говорил. Это так важно, чтобы другие люди со стороны услышали, посмотрели на эту ситуацию, сказали, слушай, да здесь вообще проблем никаких нет. И вот эта вся ситуация, она не стоит того, чтобы ты обижался, а ты как-то там загонялся. Просто благословите друг друга, обнимите там и будьте свободны. А может наоборот, эти люди скажут, слушай, а тебе вообще не стоило бы, например, начинать эту тему. Это вообще неправильно, то, как ты начал. Поэтому так важно, чтобы вообще были люди со стороны духовные, которых ты уважаешь, которым ты подотчетен, которые могут в какой-то любой ситуации тебя и дисциплинировать с одной стороны, и поддержать с другой стороны, и быть благословением, быть вдохновением для тебя, и с другой стороны, может быть, вовремя тебя остановят, отдернут в каких-то вещах. Так важно, чтобы такие люди были в нашей жизни. И вот люди, которые, например, приходят в наши там собрания, в наши церкви, как ты говоришь, они делают вид, что ничего не произошло, что у них все хорошо. Это люди закрытые. Мгм. Они снаружи вроде бы радостные, они снаружи они привыкли надевать маски на себя, потому что они там с детства эти маски надевают, там с юности эти маски разные носят. Там дома он плачет, на работе он серьезный, там, там он другой, тут третий. И каждая маска под какие-то ситуации подходящие. Ты не поймешь, какой он на самом деле, потому что он закрытый внутри. Он никого не пускает в свою, вот эту вот, в свою внутреннюю жизнь. Нам надо смириться, нам надо позволить и Духу Святому проникнуть глубоко в наше сердце и вскрывать какие-то гнойники. И Мгм. надо позволить людям, в том числе, проникнуть туда глубоко, в наши сердца. Интересно, я в прошлый раз говорил тоже, мы там в библейской школе, когда пришли, там друг друга любили, а через несколько дней, Через несколько часов. да, через несколько часов даже, уже там половина друг с другом, ну не половина, часть друг с другом уже как-то не разговаривала или не хотела лишний раз пересекаться. Интересно, я вспоминаю, когда я поженился, в мою жизнь пришел новый человек. То есть я жил один, ты же можешь, как вот ты живешь один, например, на собрании быть хорошим Да. какое-то время, там, на работе быть хорошим какое-то время, вот. А в какой-то вот этой личной жизни быть тем, кто ты есть, когда тебя никто не видит. И вот второй человек приходит в твою жизнь. Во-первых, этот человек уже начинает все видеть в твоей жизни, он начинает все понимать в твоей жизни. И этот человек, ты же сталкиваешься с его характером, с его взглядами, с его миром. И Да. этот человек начинает триггерить, да? Ну, то есть он становится триггером для определенных вещей, которые там где-то глубоко в жизни в твоей есть, они просто внутри спрятаны, задавлены. И вот я до женитьбы, я думал, что я уже практически там, ну, уровень ангел, немножко вот подождать, и крылья сзади вырастут. Потому что я свободен от одного, другого, третьего, пятого, 25-го. Вот, а тут я начал понимать, что меня какие-то вещи начинают раздражать, я раздражаюсь. Меня какие-то вещи начинают обижать, я обижаюсь. Меня начинают какие-то вещи выводить из себя, я выхожу из себя. Как один божий проповедник однажды сказал, что жена в твоей жизни это такой гаечный ключ с таким изломом, что он долезет до тех самых гаек, которые никто никогда не достанет. Вот она стала доставать все эти гайки. Интересно, что вот это все стало вскрываться, вот это все стало как бы попадать или
оно стало как бы вылазить на поверхность. Оно стало заметно и для нее, и для меня самого. Я стал думать, вау, какой же я ангел, у меня еще столько всего, столько разных вещей. Так вот, людям, которые просто приходят в церковь по воскресеньям, я рекомендую стать частью какой-то домашней группы, стать частью какого-то постоянного общения, чтобы ты постоянно находился в общении с людьми, которые, с одной стороны, это будут твои наставники, с другой стороны, это будут люди, у которых ты будешь учиться, и от чьих свидетельств ты будешь расти, и для которых ты станешь тоже свидетельством. То есть тебе надо полноценно интегрироваться в общение, потому что именно через общение, то, кто мы есть, ты это уже не утаишь. Ты рано или поздно это начнет внутри тебя, это начнет проявляться и для людей в том числе. И уже люди смогут тебе помочь. То, что было когда-то внутри глубоко задавлено, спрятано, это начнет проявляться. Так вот, люди, которые вот с этими масками радостные, но ты понимаешь, что у него куча проблем внутри, они многие выбирают такой не самый божественный путь, и это путь, который вообще в никуда ведет, это путь точно не роста духовного. Это люди, которые закрываются, они не хотят ни с кем близко общаться, они не хотят строить отношения в церкви, они не хотят быть частью какого-то близкого общения, там, частью какой-то домашней группы, или они не хотят вот встраиваться в это христианское сообщество. Они такие, знаешь, Абстрагент. такие сами по себе, он приходит, hello, 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 там всех Всем там, спасибо. целую в щеки, да, потом через 2 часа, все, спасибо, до свидания, там увидимся через неделю, все, и пропал. Этот человек никого не впускает, и этот человек боится, что вообще кто-то туда проникнет, потому что там куча разных болей живет. Но это надо сделать. Сначала для Бога открыть свое сердце, сказать: Бог, входи, исцеляй, а потом, как бы трудно ни было, нужно учиться строить доверительные отношения с христианским сообществом. Потому что Бог так захотел, так задумал, что всех Он нас посадил и сделал частью тела Христа. Мы никто вне тела Христа. На самом деле нет Божьего плана, чтобы каждый христианин жил там какой-то своей вне тела Христовой, вне церковной жизнью. Мы должны быть встроены в жизнь церкви, мы должны быть частью тела Христа, мы должны себя ощущать, делать над собой усилия, чтобы интегрироваться в поместную церковь. Прикольно, что очень много людей, они просто такие... Всемирная церковь. Не то, что даже всемирная церковь, интернет-церковь существует, YouTube-церковь, там, ну, в разных соцсетях есть церкви, общения разные, типа, да, там по Zoom мы общаемся или еще как-то общаемся. На самом деле это вообще не та божественная схема, которую предлагает Бог. Когда мы читаем Писание, мы понимаем, что Бог хочет, чтобы мы имели близкие человеческие отношения друг с другом, не через экран, не через объектив. Мы должны строить эти отношения, когда ты с обычным живым человеком выстраиваешь отношения, с его характером сталкиваешься, он сталкивается с твоим характером, ты строишь эти отношения в сообществе, какие-то вещи, они начинают из тебя вылазить, из него вылазить, мы вместе преодолеваем что-то, мы вместе таким образом растем, иначе никак не получится. И в том числе люди именно таким образом от обид освобождаются, когда он в сообществе Божьего народа, он начинает что-то говорить своими устами, и все такие: что? Он только что это сказал, да, и потом люди ему говорят: слушай, вот это же просто откровенно, это обида внутри тебя, и горечь какая-то живет. Тебе надо, вот Матфея 5:44, тебе надо прощение, да, тебе надо покаяние, тебе надо какой-то божественный путь исцеления. Вот, и как бы тебе не хотелось, просто придется смиряться, придется принимать, придется услышать этих людей и позволить Духу Божьему сделать эту работу исцеления. Другой такой вопрос есть, например, категория людей, которые говорят: ну, я не пойду разговаривать с этим человеком, потому что это я, вот, обидчивый такой, а он, ну, не в смысле, он не хотел меня обидеть. Как вот в таких ситуациях поступать? Даже если тебя, ну, какая-то, может быть, незначительная вещь обидела, ты все равно идешь и говоришь об этих вещах с человеком. Вот смотри, да, тут тоже надо разделять. Вот когда мы читаем вот это, вот мы, кстати, не дочитали этот отрывок Писания, Евангелие от Матфея, когда мы читаем с 15 стиха, здесь же, когда брат согрешит, против тебя надо идти. То есть, знаешь, кто-то просто, может быть, без улыбки на тебя посмотрел, у кого-то там, как говорят: ты что без настра такой, там, ты что ко мне вот это, ты что вот это, у тебя, видимо, какие-то мысли. То есть ты что-то домыслил о человеке, это не значит, что он согрешил против тебя. У тебя какие-то лукавые подозрения, ты там
с кучей своих каких-то эмоций, человек там был чем-то своим занят, он, может быть, готовился там к чему-то, там, к служению. Иногда люди там подходят, пытаются со мной разговаривать. Я понимаю, и я понимаю многих служителей, которые готовятся перед служением. У них вообще голова занята другим. Этот человек вообще думает о других вещах. Ему начинают задавать вопросы, с ним начинают делиться, рассказывать что-то. Человек просто, он не может раздвоиться. Да. Он сосредоточен на каких-то своих там идеях, целях, планах. И тут вдруг там в его вот этот мыслительный процесс срывается какой-то человек и требует какого-то фидбэка, а фидбэка нет. И все, человек расстроился, обиделся, все, я не буду больше с ним разговаривать, я больше к нему не... Ты подходи к нему, просто в правильное время подходи. Подойди лучше после собрания к этому человеку. Или там подойди, когда этот человек будет свободен. Например, ко мне иногда подходят дети или там внуки, и они просят какие-то вещи сделать. А ты в это время там чем-то занят, настолько важным, и ты понимаешь, что ты сейчас отвлечешься, и все вот то, что ты строил там 15-20 минут, оно просто развалится. А там ты там симки меняешь или еще что-то происходит, и там тебя внук трясет. Давай обнимемся. Да, давай обнимемся, давай что-нибудь сделаем. И ты там, у тебя руки занятые. Ты говоришь, сейчас подожди секундочку. Все, он пошел обиделся. Но это же глупо. Так взрослые люди себя не ведут. И нам в этом смысле тоже надо взрослеть. Там, где тебя никто против тебя не согрешал, не надо ходить к человеку в том числе и говорить, я там к тебе обратился, ты там то, ты все. Но человек же не согрешил против тебя. Он не был по отношению к тебе там груб, там, несправедлив, он тебя никак не обозвал, не обокрал, не послал никуда. Там просто этот человек твои ожидания не исполнил. Здесь опять вот Иисус начинает, если твой брат согрешил против тебя, тогда иди и разговаривай. Если согрешил. Если не согрешил, разбирайся сам со своим мыслительным процессом. Какие-то вещи просто скажи, Господь, прости меня, я накрутил, я понапридумывал, я останавливаюсь во имя Иисуса Христа, вот это вот все, я просто выкидываю это из своей головы. Когда согрешили против тебя, и когда это внутри тела Христа, с этим важно разбираться. Потому что, вот смотри, дальше есть, интересно, там, третий этап, да, написано, если он их не захочет слушать, когда вы уже придете, там, вас 4-5 будет, там, какие-то люди со стороны будут. Библия говорит, если он и их не захочет слушать, то скажи об этом церкви. И если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет для тебя как язычник или как сборщик налогов. И интересно, вот здесь как раз-таки сам Иисус говорит, что этот человек уже не может называться больше братом для тебя. Фактически он говорит, этого человека нужно удалить, и пусть он живет с язычниками и мытарями, и там грешниками, которые никакого отношения не имеют к телу Христа. Почему? Потому что вот смотри, например, он согрешил против тебя, он согрешил против меня. С этим человеком никто не разбирался. И этот человек становится опасным для тела Христа. К примеру, он взял у тебя взаймы, обещал вернуть там вот в четверг, да, там прошел 1 четверг, 2 четверга, 3 четверга, он молчит. Встречает тебя, улыбается и молчит. Он согрешил против тебя, обещал, не исполнил. Ты подходишь к нему и говоришь. Человек говорит, ой, да, забей вообще, все, забудь. Там, я прощаю да, тебя. там просто, ладно, что ты там так опечалился, это же вообще ни на что не влияет. Взял каких-то там 10 тысяч у тебя, типа, что ты сдохнешь, что ли, если у тебя этих денег жалко? не будет. А что жалко, там, и т.д. и т.п. Вот здесь надо разбираться с этими ситуациями, потому что он пойдет дальше, он будет дальше обирать каких-то людей доверчивых, там, у которых, ну, вот лопухи, да, иногда мы даем людям, которым вообще не надо давать. Никогда. Никогда причем, потому что это люди, которые просто они пользуются добротой христиан. И поэтому здесь Иисус говорит, согрешил против тебя, ты не разобрался. Этот человек, он фактически, он будет потом грешить против других людей в теле Христом. Поэтому с такими людьми надо идти до конца и разбираться с этими людьми. Это люди, которых, здесь написано, скажи об этом в церкви. Церковь должна иметь на замечании таких людей. Она должна понимать, что этот человек ведет себя определенным образом. У этого человека есть определенные проблемы. Эти проблемы могут в том числе влиять на все христианское сообщество. И если эти проблемы не будут скрыты, другие люди могут попадать в определенные ловушки, например, нечестия или грехов этого человека, который там грешит против других людей. Здесь важно ради себя самого, ради брата и ради вообще
всех наших церквей, атмосферы в церкви. Прикинь, что это за атмосфера такая будет? Ты приходишь в церковь, например, а там два враждебных лагеря, одни не разговаривают с другими, да, и там Бог приводит новых людей, эти новые люди приходят, смотрят на Кому это, на надо всё. примкнуть? А они же это чувствуют, это в воздухе висит напряженность, люди друг с другом не общаются, люди, там нет вот этой вот доброты, доброжелательности, это атмосфера такая демоническая фактически в церкви, это совершенно не отношение или не атмосфера любви, которую Господь хотел бы культивировать в наших церквях. И вот люди новые приходят и говорят, не-не-не, мне в мире гораздо комфортнее среди злодеев, так называемых, да, но вот среди вот этого вот народа Божьего, святого, который не общается друг с другом, который обижен Ненавидит друг на друг друга, друга. что-то мне как-то здесь дискомфортненько. И поэтому чаще всего во многие церкви люди, они, сам Бог даже туда людей не приводит. Потому что зачем плодить Зачем? коллег духовных? Точно же? Да. Вот ты сталкиваешься с людьми, они, может быть, тебя как-то обижают, ты потом вроде бы простил, но ты уже внутренне не хочешь с этим человеком ни отношения строить. Ну, как бы ты такой делаешь максимально все, чтобы с этим человеком не соприкасаться, никак не контактировать. Это все еще обида. Смотри, ты делаешь бизнес со мной, к примеру. Мгм. Вот просто ситуация из жизни, да, ты делаешь бизнес со мной. И вдруг там, например, я понимаю, что, ну, давай со своей стороны буду говорить, просто я тебя как пример использую. Я понимаю, что ты начинаешь хитрить, и ты начинаешь меня дурить в бизнесе. И мы начинаем с тобой разговаривать. Я тебе начинаю об этих вещах говорить. Ты говоришь, да нет, как ты мог вообще, Слезы. что за мысли у тебя в голове, да. И вдруг я внутри понимаю, что это, ну, так это и есть, это правда. Я делаю для себя решение. То есть я с тобой разговаривал, может быть, раз, два, три. Ты продолжил идти своим путем. Ты продолжил там упорствовать в каких-то вещах, ты продолжил делать какие-то вещи. Я расхожусь с тобой, потому что я понимаю, это не полезно мне дальше с тобой делать совместный бизнес. Но это глупо с человеком, которому ты не доверяешь. Вот. И мы с тобой разошлись. Обида это или нет? Нет. Это здравый смысл. Ты не хочешь, например, чтобы тебя какой-то человек обирал. Знаешь, обида это что будет? Это когда опять-таки, вот я еду опять в своей машине, ты сидишь рядом, хотя тебя нет рядом. И я думаю, вот там такое-сякое, третий, десятый, там, да воздаст тебе Господь, чтобы ты сдох, там, чтобы с тобой случилось одно, другое, третье. Вот это уже не просто обида, это горечь в сердце человека. Отпусти этого человека, скажи, Господь, я его благословляю, может быть, он чего-то недопонимает, может быть, этот человек, там, пусть это будет для него какое-то право на вот его личную ошибку, ты коснись его, ты невероятным образом прикоснись к его сердцу, дай ему достойный плод покаяния, но я с ним ничего общего в бизнесе иметь не хочу. Во всяком случае, в данное время. Поэтому это логично, например, когда ты сталкиваешься раз, сталкиваешься два, сталкиваешься три, и ты понимаешь, что, например, да, у него характер, ты его простил, ты его отпустил, но этот человек остался при своем характере. Он может быть груб, он может продолжать, например, быть таким, знаешь, очень каким-то вспыльчивым. И ты лишний раз думаешь, да не, я не хочу с ним какие-то совместные общие дела делать. Потому что, например, с ним договориться невозможно. Или просто невозможно прийти к какому-то божественному консенсусу, потому что всегда у этого человека есть какие-то свои собственные правильные идеи. И ты понимаешь, что ты его никогда не сдвинешь с этих идей. Так уж есть, такие факты. Люди разные в церквях, люди разные вокруг нас. Потом эти люди растут, что-то меняется в этих жизнях, что-то меняется в нас за это время. Причем, знаешь, вот тоже интересный момент, когда вспоминаешь, вот, например, я там больше 30 лет верующий, разные ситуации были, люди какие-то обижали, разные какие-то совершенно нелепые вещи были, были какие-то люди, которые несправедливо к тебе относились. Сегодня я понимаю, они были инструментом. Я тебе говорю, вот этот гаечный ключ, они в те самые уголочки залазили, где у меня болело. Где у меня что-то было, что должно было быть исцелено. И они доставали эти места. И если болит, это болит. Туда должно прийти исцеление. Сегодня ты сталкиваешься с какими-то ситуациями, уже не болит. Значит, те люди, спасибо им, благодаря им, они были инструментом для того, чтобы я получил какую-то свою свободу, какое-то свое исцеление. Они, скажем так, надавили на какие-то болезненные места, и ты понимаешь, ага, болит. Хочу, чтобы Господь здесь исцелял. Хочу, чтобы Господь здесь делал какую-то свою работу. И сегодня ты совершенно по-другому относишься к этим людям. Ты понимаешь,
Слава Богу за эту ситуацию. Благодаря этой ситуации я вырос. Благодаря этой ситуации я научился каким-то вещам. Благодаря этой ситуации я имею сегодня опыт, как мне прощать, как мне благословлять, как мне вести себя определенным образом. Вот это все дорогой опыт. Иногда через слезы. Да, Супер. это болезненный опыт, потому что это все через боль. Но это опыт, и это хорошая вещь, потому что мы растем через это. Это применимо и в семье, это Конечно, применимо и конечно, к брату, конечно, это конечно. применимо и со служителями. Это принцип. Мгм. Это принцип, который здесь Христос оставляет, принцип, который должен действовать в церкви, в христианской семье, вообще во взаимоотношениях. Если ты хочешь правильные взаимоотношения поддерживать в любом сообществе, где люди здравые, они будут вести себя именно вот таким образом, как Иисус показал. Как поступать с родителями? Например, иногда маленькие дети, они все равно имеют некое свое собственное восприятие той или иной ситуации. И вот много детей, которые выросли, стали взрослыми, но вот эти детские их обиды, они остались. Что делать вот в таких ситуациях? Это ребенок, уже будучи взрослым, должен пойти к своему там родителю и вот эти старые свои боли рассказать или там о каких-то вещах поговорить, или это уже просто Божьей благодати позволить вымыть? Когда внутри нас обида, вот я, например, сын, да, своих родителей, ты там дочь своих родителей, а, каждый, каждый имел каких-то родителей. И надо сразу четко для себя понимать, что, например, большинство из наших родителей, они не знали Божьей любви. Мгм. Они не знали до конца сердца Божие, они не знали до конца, как правильно к нам относиться и как поступать с нами. Однозначно я, например, о своих родителях знал, вот даже они неверующие были, они любили меня очень сильно, но они не знали, как правильно эту любовь проявлять. Например, моя мать, она пыталась проявить свою любовь через бескрайнюю заботу, там, где ее в какой-то момент и не должно было быть. Она заботилась о вещах, которые уже просто в такой демонический контроль перерастали. Мой отец, так как он вырос без родного отца, он никогда не видел Божьей любви, я понимаю, что он очень сильно меня любил всегда, но он не знал, как эту любовь показать через какую-то близость, да, там, через объятия, через какие-то добрые слова. Он был достаточно такой человек замкнутый сам в себе, и у нас практически не было каких-то близких отношений. И что мне им предъявлять за то, что они неправильно меня воспитали или неправильно меня вырастили? Нет, конечно, это же глупо. Хотя у меня есть много, как мне кажется, таких ситуаций в голове там возникало, что там они неправильно относились, они неправильно поступали. Я когда пришел ко Христу, я понял, что моя позиция это просто простить. Они делали какие-то вещи из любви, но неправильно. Они делали какие-то вещи. Все равно мотивация их была хорошая, но они могли, например, может быть, там, не сдержанным быть, или еще они могли в каких-то вещах согрешать против меня. Ты просто понимаешь, что это не из-за того, что они тебя ненавидели, хотели там, Тебе зла. да, тебе зла какого-то. Ты понимаешь, просто они делали, как они делали, исходя из того, чем они владели, исходя из того, что у них у самих было. Вот, это просто, я пришел ко Христу, я не вспоминал ничего там злого о родителях, я больше, наверное, даже вспоминал о том, как я неправильно относился к ним. Потому что, когда я начал читать там 5-ю заповедь, я понимаю, почитай отца и мать, и все, я вспоминаю, какое мое отношение было хамское к родителям, какое мое отношение было к их наставлениям, какое мое отношение было вообще к ним, когда они заботились обо мне, я просто плевал на все эти вещи. Когда там моя мать рыдала, потому что я там мог не прийти ночью, там я мог там жить какой-то своей жизнью, и подросток, можно сказать, совершенно просто плевал на все их какие-то взгляды, на то, что для них ценно, мне было вообще все равно. Я категорично относился к их вере, я категорично относился к каким-то наставлениям, я ругался с ними, там, я там бухтел, там, пыхтел, там, глаза что только не делал. И вот когда я пришел ко Христу, я читаю 5-ю заповедь и понимаю, вообще у меня куча непочитания. Куча непочтения к ним. Например, в моей жизни какая-то другая крайность начинала работать. Я видел только себя, и я понимал, как я был неправ. И как я неправильно относился к ним. Ты даешь этим людям право на ошибку, ты даешь этим людям просто быть тем, кто они есть. И ты говоришь: Господь, мое сердце хочу, чтобы поменялось. Мое сердце хочу, чтобы изменилось. Я потом, помню, и с отцом разговаривал, и с мамой разговаривал. И просил у них прощения. И говорил о тех вещах, которые были неправильны с моей стороны. И как я не почитал, как я не уважал их, как я там был просто совершенно отвратительным сыном во многих вещах. Я начал этот процесс. Ну, этот процесс Дух Святой начал. Я потом был первый, я был инициатором
этого покаяния. Потом родители мне стали какие-то вещи говорить. И мама даже мне говорила какие-то вещи. Я думал, она никогда в жизни это не увидит, не поймет. Папа, мы совершенно, вот это был 93-й год, потом 93-й, 94-й, 95-й, у нас совершенно начали меняться отношения благодаря моим правильным шагам. Благодаря тому, что, опять-таки, вот благодать начинает работать. Ты послушен, ты делаешь какие-то правильные вещи, и Бог начинает восстанавливать твои отношения. Но живой папа, у меня очень хорошие, близкие, доверительные отношения. Каждый раз, когда он звонит, я ему говорю: пап, я тебя люблю. И это от сердца. Хотя есть много вещей, которые, например, я бы, как мне кажется, как отец бы не делал то, что он делает. Я уверен, что мои дети тоже смотрят на меня сейчас и думают: я бы как отец, наверное, тоже каких-то вещей не делал. Но мы все, скажем так, отталкиваемся от того инструментария, которым мы владеем. И отталкиваемся от того познания, переживания Бога, которые мы на тот момент имеем. Потом что-то происходит, мы что-то пересматриваем, мы собираем детей, за какие-то вещи просим у них прощения. Это хороший божественный процесс в хороших семьях. Есть, конечно, семьи вообще кошмарные, там родители насиловали своих детей. Там, ты когда вот это всю эту дичь слышишь, единственное, что можно сказать таким детям, просто сказать: прости их и благословляй своего родителя. Некоторым можно сказать: ну ты как-то постарайся там на удалении жить, да, потому что любое соприкосновение с этим человеком — это постоянное соприкосновение с какой-то ненавистью, злостью, с каким-то вот этим отвержением, с каким-то презрением. И когда ты видишь вот такие отношения, ты говоришь человеку: ты постарайся лучше на удалении находиться и постарайся, скажем так, дистанцироваться от человека. Уже на дистанции молись, благословляй, провозглашая какое-то покаяние в жизни этого человека, потому что там, ну, некоторые вообще неадекватные, совершенно неадекватно себя ведут. Каждая ситуация, она особенная. И каждая ситуация, к ней невозможно относиться по какому-то шаблону. Но если, например, нормальная христианская семья, где родители и дети хотят возрастать, и они хотят, чтобы Слово Божие их меняло, это нормальный процесс, когда они вместе что-то обсуждают, когда дети говорят родителям, родители, они аргументируют, они говорят, почему это было так или иначе. И это нормально, когда люди, они слышат друг друга. Конечно, печально, когда ребенок там вырос в какой-то обиде, там его за какую-то ложку там наругали в детстве, или там набили, все, и этот человек там все, что 8 только... раз Да, били. все, что только помнит в своей жизни, это о том, как его били. А остального куча доброго, он позабыл. И я представляю родителей, которые смотрят и думают: слушай, мы тебя один раз наказывали, там, или один раз побили тебе задницу, хотя надо было чаще бить, да? Думаешь, и ты ничего больше не помнишь из твоей славной, вот этого вот славного детства. Это печально тоже. И это тоже горечь. И у тех, и у других причем будет горечь. У этих, что ребенок такой неблагодарный, а ребенок только какое-то там зло так называемое помнит. Ничего доброго больше как будто бы не было в жизни. Местописание, на которое я внимание обращаю, когда Павел писал Тимофею и Титу о том, что обвинение против старейшин, ну или против своих служителей принимай со свидетелями. Как это работает в контексте служитель и человек, которому ты служишь? Ну вот смотри, во-первых, это местописание послания Тимофею. Апостол один пишет другому апостолу. На самом деле Тимофей, он не был пастор, как многие думают. Он был апостол. И он служил в Ефесской церкви, где была команда старейшин. И эти люди, их ответственность дисциплинировать, их ответственность запрещать, их ответственность обличать, их ответственность, скажем так, каких-то людей очень строго с них взыскивать за какие-то вещи. И представь себе, например, когда эти люди по-настоящему начинают правильно пользоваться этой властью, сколько есть людей, которые сразу же готовы дисциплинироваться. Ну, не такое большое количество. Прежде люди начинают через какую-то боль что-то воспринимать. Почему он мне так говорит? И вот человек начинает гонять. И, конечно, когда появляется апостол, да, у которого есть, скажем так, авторитет, которому можно пожаловаться, они толпой побегут к нему жаловаться. И это нормальная практика. Куда бы ты ни приехал, в любую церковь, чаще всего люди, обиженные в церкви на руководство церкви, приходят к тебе и говорят: слушай, со мной вот так обошлись, мне вот так сделали. Самое мудрое — это не вот так кивать головой и говорить: ой, ну какие монстры у вас тут, они служители. Да что же это за нелюди такие? Самая мудрая вещь — это позвать этих служителей и сказать: слушайте, ну вот. А вообще самая мудрая вещь, если ты не являешься апостолом для этой церкви, и у тебя нет этой власти, вообще не лезь ты в эти разборки. Потому что, да, чаще всего
всего это люди обиженные, они пытаются кому-то пожаловаться на своих старейшин. Поэтому он говорит, зови тогда свидетелей этих ситуаций, разбирайтесь с этими ситуациями. Я понимаю, что и старейшины могли, например, палку перегнуть. Они могли там злоупотреблять властью своей, к примеру. Всякое бывает, разные ситуации бывают. Но он говорит, не позволяй обиженным людям бежать к тебе и жаловаться на своих старейшин до бесконечности, на разные вещи, там, где, в принципе, им надо было смириться, а не жаловаться. Ну и, наверное, последний вопрос, Давай. который меня интересует. Есть люди с тонкой душевной организацией, есть люди, как бы толстокоры их называют. Как вот перестать быть человеком обидчивым? Люди, они реагируют на то, где болит. Мгм. Например, если я тебя коснулся, у тебя рука не болит, ты даже не заметила, что тебя кто-то коснулся. Но представь тебе, у тебя вот здесь вот такой огромный синяк, и я коснулся вдруг случайно этого синяка. Вау, у тебя реакция соответственная будет. То есть, когда люди говорят, там, типа, у меня тонкая, там, какая-то Душевная организация. душевная организация, а этот толстокорый, там, толстокожий, ему что не говори, там, вообще ни на что не реагирует. Нет, у него не болит просто. Мгм. Его это просто не касается. Он, например, даже что бы ты мне ни говорила, к примеру, какие-то вещи по поводу одного, другого, третьего, если у меня там не болит, если я принял отцовство Божие, если я принял сыновство, если я принял божественную благодать, исцеление, я знаю, кто я такой во Христе. Да что бы ты мне ни говорила, вообще тебя это не расстраивает. Эти комменты, которые люди пишут, там типа, что этот чувак расстраивать не несет. пишите. Да-да-да. Кого-то это расстраивает Слезы, очень сильно. сопли Но сразу. поверьте, когда ты понимаешь, что ты человек Божий, ты делаешь Божью работу, Бог тебя к этому призвал, ты получил видение с неба, у тебя есть божественное откровение о том, кто ты такой, твоя позиция во Христе, она не от того, что люди тебя поставили, ты понимаешь, это Божья позиция, сам Бог тебя на это поставил. Что бы кто ни говорил. Вообще тебя это никак не касается. Тебе смешно. Потому что ты понимаешь, люди, которые, извиняюсь за выражение, сами пустышка, они вообще от них никакой пользы. Ни в Царстве Божьем, они ни в бизнесе ничего не понимают. Они нигде ничего у них нету. Они банкроты во всех сферах жизни. У них семья разрушена. Они никогда в жизни не пробовали нормальные деньги зарабатывать. Они никогда в жизни не пробовали вообще служением заниматься, тем более там пасти целые церкви. Они эксперты во всем. И когда ты слушаешь этих людей, тебя это не задевает вообще. Тебе не интересно. Да. Потому что ты понимаешь, это пустые слова, тебя это никак не касается. Если ты сам немножко, там, знаешь, вот, в таком состоянии, немножко попадаешь в чувство вины, страха, может быть, я что-то не то делаю, может быть, я чем-то не тем занят. И вот эти комменты, они убьют тебя просто. Ты будешь гонять, и ты будешь там... У тебя вот этот мыслительный процесс только будет на себе заострен. Чаще всего люди, у которых болит внутри, которые полны каких-то болей, это люди, сосредоточенные на себе. Это просто люди, у них вся вселенная крутится вокруг тебя. И эти люди потом говорят, ты, наверное, про меня вот так думаешь. Охота сказать, слушай, брат, хочу тебя освободить вообще от этого обольщения. Я про тебя вообще не думаю. Но это По-хорошему. опять-таки По-хорошему. обидеть человека. В По-хорошему. смысле он про меня не думает, да? То есть вот это вот состояние тонкой душевной как это называется? Организации. Это на самом деле состояние человека, который нуждается в исцелении. Этот человек нуждается в исцелении. Ему надо перестать крутиться вокруг себя. Ему надо просто увидеть, сколько эгоизма есть в его жизни, когда он только о себе и думает, как про меня подумали, что про меня говорят, а что я сейчас чувствую, а какие у меня... Надо остановиться и вырасти. Это вот христианское детство. Не дай бог в этом детстве застрять. Потому что классно, когда ты ребенок, когда тебе год. Но странно, когда ты десятилетний, а ты ведешь себя как ребенок, и ты вот по разному поводу и без повода начинаешь сразу слезы пускать, взрослая дылда уже там 10-летняя, слезы пускает обо всем просто. Там ему что-то сказал, и все, слезы потекли, что-то не получилось, слезы потекли, что-то, это вообще, это эмоциональность чрезмерная, ненужная совершенно, иногда вот эта вот душевная эмоциональность, она как раз таки является признаком того, что человек нуждается в божественном исцелении. Нуждается в божественном прикосновении, в божественной славе. Бегите в Божье присутствие. Бегите туда, где люди поклоняются Христу. Бегите туда, где люди наслаждаются Божьим присутствием. Просите, чтобы это присутствие вас переполняло, исцеляло. Тогда от тонкой душевной организации будете переходить к свободной душевной организации. И мир, радость и праведность будет наполнять вас изо дня в день, невзирая на то, как люди к вам относятся. Аминь.
Комменты не пишите злые. Нет, добрые, пишите комменты. Любим вас всех, друзья дорогие. Если остались, конечно же, у вас вопросы, вы хотите еще что-то узнать по поводу обид, пишите комментарии комменты, ваши, да. вопросы. Нам интересно, всё, мы что все эти комменты читаем. даже плохие не дурацкие. пишите. Да ладно, чё. Ладно, на самом деле у меня не такая тонкая душевная организация. Всем спасибо. Увидимся в следующих сериях.